По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 8672 случая заболевания новым видом вируса. 580 человек выздоровели, 63 умерло. В Ингушетии число заразившихся достигло 25 человек. За сутки диагноз подтвердили у 18 местных жителей. Подробно о ситуации в регионе рассказали в Роспотребнадзоре. Всего было получено на базе нашей лаборатории 33 положительных результата. Из них по состоянию на вчерашний день у нас было 7 подтвержденных результатов. Остальные результаты находились на подтверждении. Вот сегодня утром оперативным штабом Российской Федерации опубликовано, что за сутки у нас еще 18 подтвержденных случаев. Итого по республике 25 подтвержденных случаев из 27 проб, которые уже нами были отосланы, и 2 случая неподтвержденных. Когда неподтвержденные случаи, это легко объяснимо, это люди, которые были в контакте с теми людьми, у которых подтвержден был диагноз. В ситуации с этим коронавирусом возможно такое транзиторное носительство, когда первые пробы были положительными, это берется мазок из носа. Когда в референс-центре подтверждается, там уже берется сыворотка крови, еще один мазок из носоглотки, и за несколько дней бывает так, что иммунитет справляется с небольшим количеством инфекта и подтверждение не получает. Но в любом случае то, что из 27 проб 25 у нас нашли подтверждение, это, в общем-то, свидетельство о том, что достаточно на уровне нашей республики, наши коллеги из ФБУ Центра гигиены и эпидемиологии очень профессионально работают, перепроверяют свои результаты, и только в том случае, когда они уверены в результате, они отсылают все это на подтверждение в референс-центр. Здесь нужно учитывать наш менталитет. Из этих 25 человек у нас на сегодня такая четкая тенденция прослеживается в отношении 3 больших семейных очагов. Там по одному семейному очагу 9 человек у нас, по другому семейному очагу 8 человек. И еще у нас назревает 3-й семейный очаг, где сомнительные у нас несколько человек, тоже они переподтверждаются в нашей лаборатории и отсылаться будут на подтверждение дальше уже в референс-центр город Ставрополь. То, что вот мы сегодня видим, у нас как бы достаточно долгий период был такой светлый промежуток, когда во всех регионах вокруг шла регистрация, у нас не было, но тем не менее в каждом интервью, каждый раз мы говорили об этом, что очень много людей, которые приехали из-за границы, много людей приехало из Турции, из Египта, потому что там тоже вводится режим самоизоляции, вводится режим ограничения. Очень много ребят, которые там на обучение уезжали, вернулись домой, потому что там делать нечего. Много людей, которые занимались какими-то коммерческими делами, вернулись домой. Приехало очень много людей, которые даже вот постоянно проживают в Москве, вернулись домой на это время. То есть, учитывая такую большую миграцию населения, конечно, завоз был, однозначно был завоз, и просто, наверное, требовалось какое-то время, поскольку мы делаем анализы только определенным контингентом. У нас должны диагностику проходить только те, кто заболел симптоматикой, у кого отягощенный эпидемиологический анамнез, то есть человек уже заведомо должен подозревать, если у него появилась какая-то симптоматика, он сразу подозревать начинает, а нет ли у меня этого заболевания. Некоторые сами активно обращаются. Поэтому вот, учитывая степень информированности населения, учитывая степень того, что вот не только мы там все подлежащие контингенты обследуем, но и люди активно сами к нам обращаются. Вот с этим и связан вот рост уровня положительной диагностики этого заболевания. К счастью, нужно отметить, что вот сама специфика распространения эпидемического процесса, пока она идет у нас по оптимистичному сценарию. То есть из всех подтвержденных диагнозов у нас 1 человек только с тяжелым течением. Это мужчина 67 лет. К сожалению, у него есть еще сопутствующая соматическая такая патология серьезная, именно касающаяся бронхолегочной системы. Он находится в тяжелом состоянии с диагнозом нижнедолевая двухсторонняя пневмония. Он находится в реанимации, но без искусственной вентиляции легких. И состояние стабильное, без тенденции к ухудшению. И поскольку у нас все-таки сейчас в больнице, в специализированном стационаре не так много людей, то ему оказывается, естественно, большое внимание, все ресурсы направлены на излечение этого человека. А все остальные, кто находится в стационаре, из них можно выделить только одного, мужчину 52 лет, у него средне-тяжелое состояние, ближе к относительно удовлетворительному.
У остальных, у всех наши коллеги, медики, характеризуют состояние как состояние удовлетворительное, относительно удовлетворительное или легкое течение заболевания. Безусловно, такая информация, я думаю, является позитивной, и будем надеяться, что вот в этом позитивном ключе у нас дальше и сохранится течение этого эпидемического процесса по коронавирусной инфекции.